Всем привет, дорогие друзья! Мы находимся в Карт-Кировском районе, в Аникеевке. И здесь мы строим дом одноэтажный из бруса параметрами 11 на 10. Здесь у нас планируется просторная терраса. Дальше кухня-гостиная, котельное помещение, санузел, 2 спальни. Сразу могу отметить, что под каждого нашего клиента мы адаптируем все. То есть под ваш участок, под ваши хотелки, любой каприз, любой. В данном случае, вот мы видим просторная терраса, кухня-гостиная, хозяйственное помещение, котельное помещение, санузел, 2 спальни. Прекрасно. Старт работ у нас начался. Ну как старт? Мы бурно стартуем. Вот уже видим, как первый этаж готов. Скоро пойдут перекрытия потолочные. Уже вон добиваем. И сейчас будем добивать над террасой. И будем монтировать кровлю. Шикарный пиломатериал. 1-2 сорта. Здесь профессиональные руки. Здесь работа. Здесь. Дом. Пару моментов о технологии расскажу. Ну и, конечно же, пройдем в дом, оценим элементы строительной красоты. Дом на свайном фундаменте. Дальше рубероид. Ну, оголовник, рубероид, как защитный слой. Потом идет деревянный элемент, брус 150 на 200. И второй тоже половой, 150 на 200. На 2 этих бруса идет нагрузка, которые передают на свайное поле. Все прекрасно, они 2 мощных. Почему еще 2 мощных? Мы туда впиливаем вот такие мощные половые балки пола. Это 100 на 200 большого сечения. Вот отсюда даже посмотрите, видно. То есть опирание идет на этот брус данной балки половой. Поэтому он должен быть мощным, чтобы выдерживать все нагрузки. Ну и плюс распределять эту нагрузку уже на свае. Все прекрасно. Так, про низ сказал, про балки пола еще скажу, что применяем, исходя из пролета и шага. Наш Сергей, инженер-проектировщик, подбирает, что очень важно. Чаще всего это именно 100 на 200. В наших домах не прогибаются на длину пролетов 4,5 метра с запасом, что прекрасно. По уровню надежности. Можно сделать утепление не менее 20 сантиметров. Так. Но можем заказать любое сечение под заказ, не проблема. Под любые хотелки, под любой прогон, под любую длину комнаты. Сказал. Так, мы сейчас на террасе. В чем особенность? Здесь идут стойки. Мы видим стоечную систему, а дом из бруса. А здесь стойки, а дом, основная часть, из бруса. Есть особенность. Вот у нас дом. Вот терраса на стойках. Дом будет усаживаться, смотрите. Опа! А крыша единая. Но стойки усаживаются минимально. Что делать будем? Что будем делать? Смотрим наверх. У нас идут регулировочные болты. То есть их надо будет опускать. То есть мы в данной стойке делаем углубление. И вот тот штырь, он будет входить вниз. Как понять, когда надо опускать? Пойдемте. Когда дом будет осаживаться, а этот брус со стойками нет, в этом месте будет появляться зазор. Вы его видите, чтобы зазора не было, опускаете стойки. Ну или мы приезжаем, опускаем. Все прекрасно. Также хочу отметить, что мы применяем очень много крепежных элементов. В целом это только начало. Прошу вас. Это основа дома, это костяк. Как и основа человека, скелет должен быть мощным. Господа, прошу вас. Это надо видеть. Тут много скрытых работ, которые, конечно, я уже показать не могу, как строительные скобы, как пластины. Это можете посмотреть в предыдущих роликах. Обратите внимание не только на вот это сюда и это сюда. Это вот туда надо смотреть. И в каждое угловое соединение везде. То есть везде применяются вот такие усиленные уголки, чтобы скреплять брусья. Все должно быть надежно. Вот не только здесь, но вон там, в каждом угловом соединении. Это вопрос надежности. Повторюсь, это делается один раз и должно быть на многие-многие десятилетия. Так, про низ сказал, про террасу сказал. Смотрим теперь на основную часть дома. И у нас получаются мощные полы и такие же мощные перекрытия по потолку. Все надежно. Не из какой-нибудь там тонкой доски, какой-нибудь там экономии. Нет. Надежно везде. Надежно везде. Теперь смотрим на наши красивые стены. Смотрим и любуемся. Любуемся со мной стеной.
вместе. Ну как? Стандартный, красивый брус первого-второго сорта. Ни короеда, ни обзола, ни гнили. Ну, красота. Есть чем похвастаться. Действительно классный брус, классный пиломатериал. Сразу хочу сказать, практически со стопроцентной уверенностью вы не найдете такой ни на одной пилораме, потому что это делается под заказ. Это сейчас, серьезно говорю, это у нас чисто одна пилорама, работает только на нас, под наши требования. То есть вот так вот и такого качества мы получаем пиломатериал. В целом каждую комнату можно оценить, каждое помещение, ее красоту. Понимаю, что еще на стадии строительства, но черновую, как сказать, на строительную красоту, строительным взглядом можно оценить. В этом тоже есть своя прелесть, свое изящество самого процесса строительного. Ну, по крайней мере, я ее нахожу. Так, а косячку я прям смотрю и думаю, надо сказать, чтобы стены не повело в дальнейшем никакую, да, и не окно, а у нас окна, смотрите, здоровые какие. Это надо смотреть. Ух, у меня рост, ну, не маленький. Вот, я 1,80 м примерно. Вот представьте окно. Вот такие большие проемы. Дом солнечный, светлый. И вернусь. Чтобы не повело, мы делаем окосячку оконных и дверных проемов. Делаем вот такие утепленные норки, чтобы закрепить брус изнутри. Потом здесь еще будет укладываться джутовый ватин. И набиваться доска. Это плавающий элемент. То есть, видите, как по салазкам дом будет оседать спокойно. То есть он жестко, вот этот брусок, на гвозди или там какие-то другие крепежные элементы ни в коей мере не крепится. То есть там прокладывается джут по кругу, вбивается вот этот брусок. Если дом под массу осаживается, он спокойно осаживается и все. Вот и все. Никаких жестких креплений здесь нет. Ну, максимум можно вот здесь по низу слегка зафиксировать. И то вот мастера делают пропилы, чтобы четко доска, короб вот этот туда сел. Сказал. То есть этим для чего? Вы скажете, ну зачем? Не только чтобы стену или проем не выгибало, но и при усадке дома не пострадала дверь или окно от избыточного давления. Несмотря на то, что мы делаем там зазор технологически, оставляем. Но мало ли, если брус вдруг усядется чрезмерно, будет давление на окно, стеклопакет может треснуть. Неприятный момент, да, или дверь зажать. Тоже с трудом будет открываться. Чтобы такого не было, и не должно такого быть. То есть мы делаем защитные короба. Вообще даже при установке окон это является обязательным фактором. Давайте еще раз оценим красоту. Я уже больше расскажу о планировке. Пойдемте. Итак, господа, мы зашли на просторную террасу. Вот у нас терраса, вот мой прекрасный участок. Я тут как барин хожу. Причем очень большая терраса. Здесь в дальнейшем можно оградить. Еще какие-то помещения сделать. Но это на вкус и цвет. Вот как барин хожу, любуюсь своим садом, елочками. Все шикарно. Класс, класс. Захожу в дом. Тут раздеваюсь, и у меня пошла гостиная, как сердце дома. Котельное помещение мне нравится, что рядом. Хозяйственное помещение, вот оно, с подводкой газа. Класс, класс, класс. Все здесь, подводка от скважины, вот здесь фильтра, здесь накопительный бак, здесь газовое оборудование. То есть, а здесь еще пустое пространство, я не знаю, лопату положить, коляску, вот что хотите. Здесь у нас санузел идет. Тоже просторный. Ой, все можно уместить. Красота. Мне нравится, когда просторненько. Никогда куценько. Вот у нас в квартирах вот такое, а тут в 2,5 раза больше. Блин, нравится. Нравится. Очень просторно, классно, уютно. Так хорошо. Ну, сердце дома с большими светлыми окнами, солнечными. Тоже нравится. И 2 уютных спальни. Вот тоже одна спальня с большим солнечным окном. Клево. И вторую давайте еще посмотрим. И вторая спальня. О, тоже с панорамным окном, солнечным окном, ну еще и шикарным видом. Представляете? Тут о другом надо сейчас поговорить. Ну вот я проснулся. Шторки у меня вот такие красивые. Там тюль, если нужна. И я вот смотрю вот туда, вдаль. Великую, бесконечную, вечную. Вот туда вот, на свою красоту. Ну классно, классно. На свой сад, на природу.
То есть, и получается, моя комната, она не заканчивается вот здесь. Я вижу пространство дальше. Не на магазин я смотрю, не на пятерочку, да, не на гаражи. А я смотрю, вот я с природой соединен. Так что, дорогие друзья, на этом доме мы не заканчиваем историю. В следующем выпуске я уже приеду, покажу вам дом с кровлей. Уже такой, как основу дома в готовом виде. Поэтому оставайтесь с нами. И в следующем выпуске я вам его покажу. Уже в готовом виде. Так что встречаемся в следующем выпуске. Ну и добавлю, а если вам необходимо построить дом также качественно, также из такого же крутого пиломатериала, также с душой, милости просим. Ваша компания. Центр домостроения, город Сыктывкар, улица Советская, дом 8, офис 203. Наш телефон 8 912 868 47 48. Приходите, все расскажем, покажем, посчитаем, сделаем вам предварительный расчет. Вы получите много полезной информации, накидаем вам планировку, и вы определитесь уже с вашей будущей мечтой. То есть у вас будет информация, план дома, цена ориентировочная, то есть полнота информации. И уже принимайте решение для строительства вашего дома. Уже есть на основе чего принимать решение. И будем рады, если выберете нас для строительства уже вашего дома мечты. Все, встречаемся на консультации. Пока-пока.